Накануне вечером в Таджикистане прошло заседание Совета безопасности страны, на котором был заслушан отчет генпрокурора о причинах мятежа бывшего заместителя министра обороны генерала Абдухалима Назарзады. Судя по всему, власти разбирали даже не то, почему Хаджи Халим решился на вооруженное восстание, а то, почему другие, равные ему чины Министерства обороны, так долго, почти 2 недели, не могли расправиться с врагом государства. 4 сентября в Душанбе и Вахдате были совершены нападения на правоохранительные органы. Ответственность за это возложили на сторонников генерала Назарзады, бывшего полевого командира таджикской оппозиции Хаджи Халима. В течение 12 дней правительственные войска уничтожали ушедших в горы военных, которые присоединились к мятежному командиру. Позднее власти списали мятеж Назарзады на партию исламского возрождения, которая якобы отвратила военного от честного пути, пытаясь руками генерала осуществить госпереворот. В итоге были ликвидированы не только 60 военных и арестованы еще около 160 человек, но и произошли массовые аресты членов ПИФТ, объявление в международных розыск в качестве экстремистов руководства партии. Уже более 200 человек по всему Таджикистану арестованы по обвинению в связях с исламской партией. На прошедшем под личным руководством Эмомали Рахмона Совете безопасности был заслушан отчет генерального прокурора о причинах и следствиях сентябрьских событий. В информации от пресс-службы президента Кутце указано, что Рахмон отметил ряд недостатков долгой ликвидации мятежных военных. Что именно не понравилось таджикскому главнокомандующему, не указывается, но сегодня утром им были изданы решения о снятии с постов всех заместителей министра обороны Таджикистана. 4 сентября офицеры Минобороны не оказали вооруженного сопротивления сторонникам Хаджи Халима, которые беспрепятственно вошли в одну из войсковых частей в центре Душанбе и увезли оттуда арсенал оружия. Так чего опасается таджикский верховный главнокомандующий? Предательства или непрофессионализма? Когда наконец опубликуют точные списки 160 сторонников Назарзады, которых арестовали за попытку госпереворота? Где их адвокаты? Когда начнутся суды? Живы ли они еще? Рассуждал заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, доктор юридических наук Шакирджон Хакимов. Поэтому ничего не удивительного нету. Формально решили сначала обсудить итоги года работы Министерства обороны, при этом давая приоритет на известные события, и решили, оставляя министра обороны, других всех заменить, и этим самым якобы теперь этот новый состав на уровне первого зама и заместителей министра обороны должны делать все для того, чтобы исправить работу в сфере и усилить работу и укрепить дисциплину в войсковых частях и в целом в системе Министерства обороны Таджикистана. Не исключено, что таким образом решили вроде пересмотреть работу в сфере военного ведомства. Должен все-таки состояться судебный процесс и в отношении некоторых объявить приговоры. Но насколько оно будет объективным, беспристрастным, соблюдением процессуальных норм, особенно без использования насилия и так далее, трудно что-то сказать в условиях Таджикистана, поскольку в целом у нас отсутствует прозрачность и гласность в системе государственных органов, а тем более Министерства обороны.